В рамках федерального нацпроекта до 2024 года в Коми в нормативное состояние будет приведено 206 километров сыктывкарских дорог и 574 региональных. Общий объем финансирования с федерального бюджета составит 2,7 миллиардов рублей. Еще 8,3 миллиарда рублей будет израсходовано из консолидированного бюджета Коми. Таким образом, по расчетам Минстроя, на 10% снизится доля трасс, работающих с перегрузкой, вдвое количество участков концентрации ДТП. В лучшем положении, конечно, столица. Если в целом по региону через 5 лет нормативными станет лишь половина дорог, в Сыктывкаре 85%. Более того, активная работа придется уже на это лето. Из 75 километров плановых на этот год 40 столичные. Об этой грандиозности сегодня на общегородской планерке говорил и мэр Валерий Козлов, добавив, что сама работа уже начата. Утвержден первый перечень из 25 дорог и участков, которые преобразятся летом. Любовь Лапина о планах. Документация готова, конкурсы объявлены. Первые работы стартуют уже 20 апреля, едва растает снег. При этом ремонт улично-дорожной сети решено разбить на 3 этапа. Это делается сознательно, чтобы максимально разгрузить город для автомобилистов. Ведь этим летом дорожникам предстоит действительно сделать немало, а за 5 лет цифры впечатляют еще больше. В рамках программы будут отремонтированы 643 километра региональных автомобильных дорог. Планируется обустройство не менее 166 пешеходных переходов и устройство искусственного освещения более 20 километров. В городе Сыктывкаре общая протяженность автодорог составляет 308 километров, практически 309. Из них доля, соответственно, нормативному состоянию составляет 48,9%. На первом этапе отремонтируют 27,5 километров дорог. Планируется, что сопоставимые суммы будут выделяться Сыктывкару ежегодно до 2024 года включительно. К этому сроку должно быть приведено к нормативному состоянию 85% улично-дорожной сети города. При этом, как подчеркивает на планерке мэр столицы, внушительный объем финансирования получен благодаря слаженной работе правительства республики, депутатов и самой мэрии. Критерий отбора, вы знаете, что программа сперва была для агломерации, там, по-моему, от миллиона, потом от 500 тысяч, то есть сейчас мы совместно убедились, что в данную программу надо включать и столицы субъектов с численностью более 200 тысяч человек, если не ошибаюсь, куда Сыктывкар и попал. Качество и своевременность исполнения программы на территории Сыктывкара будет находиться на постоянном контроле со стороны городских властей. В этом уверяет градоначальник. А пока отчитывается о деятельности административных комиссий. С начала года чиновниками было проведено уже 7 рейдов, подготовлено 45 актов. По 2 из них в адрес нерадивых управляющих компаний были вынесены штрафы по 100 тысяч рублей. Не остается без комментариев ситуация вокруг участков Койты. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали о строительстве за Эжинским районом мусорного завода. Есть такая игра, когда там несколько человек встает и передает друг другу информацию, как она искажается, да? На выходе, да? Значит, никакого конкурса на строительство завода не объявлено. Да, объявлен конкурс на аренду земельного участка под мусороперерабатывающий завод. Это 2 принципиальных разницы. Да, на сегодняшний момент в адрес администрации поступила заявка от одного из юрлиц, о проведении данного конкурса на право аренды земельного участка. Мы не можем, и я считаю, что решать эту проблему надо, да, но и по закону мы такие заявки обязаны, реагировать и данную конкурсную документацию готовим. Кто выиграет конкурс, со слов Валерия Козлова, администрация не знает, так же, как и не располагает информацией о том, какой именно объект там будет реализован. Это может быть и мусоросжигательный завод, и перерабатывающий. Только по итогам конкурса будет готов проект и начнется его согласование и обсуждение. Сам же участок, как отмечает градоначальник, уже давно был выделен мэрией под данный вид деятельности, и он полностью соответствует всем земельным требованиям. Проведение аукциона запланировано на 7 мая. Любовь Лапина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.